ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на канале. Когда мы только начинали сажать сиреневый сад, я сказала на одном из наших семинаров, что каждый человек, который посадил дерево, достоин памятника. И вот тогда возникла идея сделать памятник, постамент, и написать на нем «Я памятник себе». И каждый, кто посадил куст сирени, мог по лесенке забраться на этот постамент и сфотографироваться на этом постаменте на фоне своего посаженного дерева. И вот как только начинались посадки, мы торжественно из сарая выносили этот памятник-постамент. И все фотографировались на нем. Кто с лопатой, кто с саженцем, кто на одной ноге, кто на двух ногах. Некоторые по двое фотографировались, по-всякому. Все позировали на этом памятнике. Это было смешно и забавно. О Людмиле Красноперовой знают не только садоводы Ижевской и Удмуртии, но и садоводы из других регионов России. Ее сиреневый сад, расположенный в пригороде Ижевска, по праву занимает первые строчки в числе самых интересных сиреневых садов. Хозяйки сиреневого сада Людмиле Красноперовой частенько приезжают за саженцами, с ней советуются. И хотя количество сирени в саду Красноперовой давно перевалило за 300, дело вовсе не в этом, а в том, что ее сад никак нельзя назвать стандартным. Вот когда возникла вообще идея посадить сиреневый сад, большой сиреневый сад, мы долго думали с мужем, как это сделать. Можно было просто хаотично посадить, можно было аллеями, можно было квадратно-гнездовым способом, как угодно можно было посадить. Но как-то вот пришла на ум спираль, потому что она бесконечна. Она бесконечна, по ней можно ходить, и вот это раскручивающаяся спираль, она дает заряд энергии, заряд бодрости. Потому что, говорят, спираль успеха, спираль нашей жизни. Все в жизни повторяется по спирали. И вот эта спираль, она как мерила нашей жизни. Сначала была маленькая спираль, а потом больше, больше, больше. А сейчас посмотрите, какая спираль уже образовалась. Ее даже из космоса видно. Вот нулевой меридиан, нулевая точка отсчета. Это белая, простая сирень, самая простейшая. Ее я привезла из Суздаля, из бабушкиного сада. Когда я родилась, в этом доме под окном цвел куст белой сирени. Для меня он был символом Родины, символом родного дома, символом семьи. Поехала в Суздаль, откопала и привезла сюда и посадила. Вот здесь начинается мой дом. Рядом с белой сиренью посадил Олег, муж, но уже темную сирень, фиолетовую сирень. Эта сирень называется «Памяти Людвига Шпета». Она очень крупная, очень эффектно фиолетовая. И я думаю, что белая сирень с этой сиренью очень хорошо сочетаются. Сирень ведь это везде и всюду. Часто говорят, что береза – символ России, а мне кажется, что сирень – символ России. Вы посмотрите, везде и всюду, где бы вы ни были, вы найдете кустик сирени. Неприхотливая, забитая, где-то в углу. Она растет и собирает восхищенные взгляды во время цветения. На городских улицах, в скверах, даже на погостах. Где бы вы ни были, везде есть сирень. В 2003 году посадили где-то 50 саженцев. Много было очень друзей, которые тоже захотели поддержать эту идею, сделать сад друзей. Ездили все, сажали, но не было
здесь забора. Тут строители работают, тут сад. И получилось так, что когда посадили 50 с лишним саженцев, они в бурьяне, колышки торчат, где посажено, где не посажено. И в результате здесь играли в футбол, та вся улица. И ездили на квадроциклах, которые вон та вся улица. Потоптали половину, но сирени живучие, они от корня потом пошли. Маленькие они просят полива, они очень просят полива. А воды еще у нас не было. А чего они вот такусенькие вот? И мы в бутылках возили из города, жили еще там воду. И я смотрю, вот она уже совсем... Я ей хоть литр воды, немножечко. Потом поставили забор из сетки рабицы через год. И только тогда я стала спокойно. Но к заборам подходит, все равно у меня там вдоль забора еще сирени есть, ломают. На дороге останавливаются, подходят через бурьян и ломают сирень. Но ломать сирень нежелательно. Она болеет сирень. Срезать, конечно. Режьте, не бойтесь. Режьте ветки, срезайте. Ей плохо не будет. Но только не ломайте, потому что вот эти рваные раны – это болезнь. Ломаем сирень из-за того, что вот сломал, ай да, ничего с ней не будет. На участке более 300 кустов сиреней. Часть из них собрана в спираль, а часть везде и всюду. Около забора, в центре участка, по бокам, у входа, около ворот. Везде и всюду сирень. Вот так захотелось. По той причине, что когда идет сиреневый бал, то усадьба преображается. Это идет какое-то головокружительное время. Вот ради этого месяца, пока цветет сирень, есть смысл сажать ее. Столько силы, энергии, столько жизненного какого-то восхищения. Я даже не знаю, как это описать, жизненного восторга исходит от сирени. Следующий куст в спирали нашей жизни и нашего успеха посадила моя очень хорошая подруга. Это поздняя венгерская сирень. Она сейчас только-только набирает цвет. Сажал кто какую привез. Я не навязывала, потому что это сад друзей. Мы же все разные. Вот и сирени разные. И почему? Если бы мы коллекционировали конкретно сирень, мы бы сажали по сортам, думали. Мы ее сажали в форме спирали, и мы сажали сад друзей. И не важно, какой это сорт, важно, человек посадил. И каждый куст я знаю, и здороваюсь с ним. Подхожу и говорю: здравствуй, Оленька! Здравствуй, Витюша! Сирень – это радуга цветов и оттенков. У меня только белых сиреней 9 сортов. Именно и махровых, и не махровых, и с круглыми лепестками, и с удлиненными лепестками, и громадных, и малюсеньких. Каких только нет. А остальные сирени? Есть сирени, которые 4,5 сантиметра в диаметре, цветочек. Вот когда на него посмотришь и думаешь, сирень ли это? Вот это прекрасная махровая сирень. Она радует меня каждый год таким вот продолжительным цветением. Нежно-нежно-сиреневая. Запах – отменный парфюм. Кстати, каждая сирень пахнет по-своему. И вот когда идешь, особенно в безветренный вечер, то можно подходить к каждой и дегустировать запахи. Они на самом деле прекрасные. Например, очень резко и очень сильно пахнет сирень аукубофолия. Некоторые пахнут как мужские духи, а некоторые нежно-нежно. Некоторые сирени не пахнут вообще. Именно вот так и выбираем мы свою любимицу. Я не могу сказать, что у меня есть какая-то любимая сирень. Я их люблю все. Один день нравится мне одна, второй другая, третий третья. Это как дети в семье. Невозможно выделить кого-то. Любишь всех одинаково. Совместные посадки всегда проходили очень интересно. Первое. Мы делали застолье. Выносили большой стол громадный, его накрывали. Если это осенние были посадки сирени, август-сентябрь, даже половина октября, мы делали арбузные дни. Покупали арбузы, кипятили чай, и вот эти вот арбузные дни мы делали. Если это были весенние дни, мы обязательно делали, например, шашлыки. Это был праздник. Праздник посадки сирени. Ну и, конечно, памятник. Это была такая фишка. По какой-то причине мы этот памятник последние лет 5-6 забыли, не выносим. И я себе сказала, что я не сфотографируюсь на памятнике, пока сад не зацветет.
Наверное, уже пора сфотографироваться. Вот жду следующего цветения, вынесу памятник. Ну, не я, конечно, вынесу, а скажу, давайте выносите памятник уже. Хочу сфотографироваться, потому что идея притворилась в жизнь. Уже спираль видно, все цветет. Посажу еще какой-нибудь куст и на фоне нового куста сфотографируюсь на памятнике. Вот это стопудово обещаю. Аукуба фолия. Вот одна из интереснейших сиреней. Вот я ее держу. Кистью этой сирени около 30 сантиметров. Нежно-нежно-голубые цветы, ну и, конечно же, пестрые листья. Если вся остальная сирень, когда отцветет, становится зеленым деревцем, то аукуба фолия, она желто-пестренькая, очень нарядная. В середине спирали там уже кусты очень такие большие, разросшиеся. А наружные витки спирали – это молодые кусты. Я постоянно продолжаю сажать. В том году я посадила 5 сиреней. В этом году еще планируется где-то 4-5 сиреней. Пусть не по многу, но я сажаю. И ко мне приходят люди и говорят, хотим посадить у вас сирень. Говорю, давайте продолжаем спираль. Вот 2 года тому назад много как раз приходили, просили посадить. И говорили, можно. Из поселка тоже говорят, мы придем со своей сиренью, посадим. Я встречаю гостей, я рассказываю про эти сирени. Я хвалюсь ими. Я горжусь ими. Горжусь, потому что эти сирени посадила не только я. Посадили и мои друзья тоже из разных городов. И это история, это моя жизнь. Сирени подкармливаю все, ну, по щепотке. Вот идешь азотными удобрениями, немножко все равно бросил. Им ведь достаточно вот щепоть, бросить под корни весной по талому снегу, чтобы их поддержать. Сложностей выращивания сирени нет. Это самый благодарный кустарник, который можно посадить. И он будет радовать вас больше 100 лет, если вы ее посадите правильно. Первое. Для сирени надо сделать хороший домик, хорошую яму выкопать. Желательно, чтобы она была диаметром в среднем 60-70 сантиметров. Ну и, соответственно, глубина. Если только у вас близко грунтовые воды или глинистые почвы, обязательно нужен дренаж. Меня часто спрашивают, если у нас внизу глина, можно ли сажать сирень? Можно, сажайте. Но знайте, что если пошла верховая вода, то глина, как замок, не пустит воду. И в результате сверху будет земля высыхать, а в глубине корни будут мокнуть. Сирень сгниет, корни сгниют. Будет болеть такая сирень. Неважно, какого сорта сирень. Уход один и тот же. Правильная посадка. Солнышко очень любит, но выдерживает и полутень. Ну и, соответственно, обрезка отцветших соцветий. Когда мы обрезаем соцветия, мы даем возможность изложить почки цветения на следующий год. Вот эта кисть обычной, простой деревенской сирени из палисадника. А вот эта кисть сирени, которая называется оливье де сер. Сразу же видно разницу. Величина, она раз в 5 больше. Второе, величина цветка. Сейчас я вам ее покажу. Вот это один цветочек. Прекрасная сирень. Нежно-нежно-голубая. В бутонах лиловая. Вот видите, немножко еще не распустившаяся сирень. Но когда она распускается, глаз невозможно отвести. Крупный, насыщенный цвет. Сейчас, к сожалению, невозможно его передать на ярком солнце и жаре. Но в сумерках она очень нежно-голубая. Я рассчитываю, что сирени будут не просто по спирали. Сирени потихонечку будут расходиться по нашему поселку. Если будете сажать на улице, дам бесплатно. Кто будет сажать на улице? Вопросов нет. Посадочный материал дам, хорошие саженцы. Если будете высаживать вот так вот на улице, будете, да? Саженцы дам. Саженцы дам, даже не задумываясь. Хороших сиреней, хороших. Я накопаю, например, штук 20 сиреней. Буду смотреть, каких много. Я в чате обязательно напишу. Хорошо?
что я подготовила сирени для улицы. Не для участков, а для улиц. Сирени-то больше 1000 сортов разных. Каких только нет. А у меня-то 50 с небольшим, где-то 56 сортов сиреней. И я сейчас особо за сортами не гонюсь, потому что есть сорта, которые у нас очень тяжело живут, не приживаются, или хереют, или не цветут долго. А стараюсь сажать районированные сорта, сирени, которые уже прижились в ботанических садах. И, конечно же, я не гонюсь за сиренями, которые привитые. Прививка – это наш бич. Это бич, это обманка. Это тоже куст. Вы видите, не растет. Вот он из спирали выбился, это прививка была. Я посадила сюда уже 3-й год, это Хелен Кестин идет. Я посадила, а она разрастается, она не хочет расти. После прививки ничего не растет. У меня очень много было прививок в самом начале. И все, я их уже потеряла. Есть 3 сирени, которые объединены военной тематикой великого коллекционера Колесникова. Одна из сиреней перед вами – это сирень, которая называется Николай Гастелло. Пурпурно-красно-фиолетовая сирень. Вот здесь она еще не в полном распуске. Она только-только начинает распускаться. Но кисть громадная. Одна кисть. Если посмотреть, вот эта кисть сирени обыкновенной, посмотрите, какая разница. Когда она распустится, она увеличится почти в 2 раза. Очень красивый крупный цветок. Он хорош. Он хорош и необычен. Он сразу же задерживает на себе взгляд. Это сорт Алексей Моресьев. Он кружевной. Он кружевной. Такое чувство, что он состоит из кружавчиков, из рюшечек. Алексей Моресьев. Каждый лепесток, как маленький пропеллер. Вся эта кисть состоит из цветочков пропеллеров. Валентина Гризодубова. Лохматенькая, розовая, очень-очень нежная сирень. Какая красотка. Каждый цветочек такой. Здесь она уже отцветает, к сожалению. И плюс к тому несколько дней стоит жара. Листикам тяжело, им хочется пить. Но, тем не менее, красоты своей она нисколько не потеряла. Сирень вообще эгоистка. Она любит расти одна. Но она мирится и с другими растениями. Вот в партере у меня сирень растет с барбарисами. Они прекрасно соседствуют. Пока сирень цветет, барбарисы просто терпеливо ждут. Сидят и ждут. А потом, когда сирень отцвела и стоит с зеленой листвой, вот тут барбарисы начинают играть своими оттенками. Я думаю, что это такие удачные сочетания у меня. Сирень и барбарис. Что еще у меня? Сирень на штамбе посреди газона есть. Около сирени я посадила вокруг гортензии. Прямо в круге, в приствольном у сирени я посадила лилии белые. Это в белом цветнике. Ну и, соответственно, много-много всего еще. Там есть крокусы, там есть примулы, там есть нарциссы. Это то, что первоцветы отцветают. Потом пошла сирень, потом лилии, а потом вокруг начинают цвести волжанки, а потом уже гортензии. Но, получается, полностью до самой осени сирень играет определенную роль в этом цветнике. Она занимает это место очень достойно. Это куст сирени сорт Катерины Хавемайер. Обалденная красотка, просто обалденная, шедевр. Потому что каждый кустик, каждая веточка состоит вот из таких прекрасных лепестков. Лохматая, трехрядная, розовая и розово-лиловая. Покупала сирень, сейчас даже не помню, какой сорт. Ну и, соответственно, росла, года 3 росла и расцвела Катерина Хавемайер. В погоне за интересными сортами я хожу на разные выставки, хожу по садовым центрам, хожу в сады коллекционеров, ищу какой-то сорт. Но очень часто покупаешь не то, что хотелось бы. Купишь сиреньку, маленькая, растет, ухаживаешь. Зацветет она только лет через 5 по-настоящему покажет свой цвет. И понимаешь, что это немножко не то. Вот так получилось и с Катериной Хавемайер. Покупала что-то, уже и не помню, какой сорт.
А получилась как раз она. Прекрасно. Часто сирень, которую покупаешь, зацветает, но она не дает истинной картины цветения. В естественных условиях цветочные почки начинают образовываться только на 3-4 год жизни. Сначала сирень наращивает корневую систему. Она укрепится, и только потом пошли цветочные почки. Мы часто на 3-4 год видим цветение сирени, но оно может быть искаженным. Мы увидим неполную кисть, мы увидим ослабленные цветы, не полностью раскрытые, и даже цвет полностью не передается. По-настоящему 5-6 лет надо для того, чтобы сирень укоренилась и начала полноценно цвести. Очень много сиреней, таких, которые сажались, как не тот сорт. Покупаешь одно, получаешь другое. И у меня такое бывает, но в основном, когда я откапываю сиреньку, дочку от основного куста, я подписываю ее, делаю этикеточку. Бывает так, что этикеточка потерялась. Тогда эта сиренька называется безымянка. Ее можно будет понять, эту сиреньку, когда она только покажет цвет. Конечно, все хотят купить красавицу Москвы, сирень Бюфон, сирень Шарль Жали. А ты можешь купить просто обычную безымянку, которая вот нечаянно потерялась этикеточка, а ее так назвали. Ну что, желаю удачи, возможно, вам повезет. Было тяжело, конечно. И по деньгам было тяжело, и по здоровью было тяжело. Но бросить не хотелось. Я просто знала, что сирень живучая, она выживет, она подождет. И я все равно должна вылечиться. Я должна выйти из этой ситуации. Я должна набраться этой энергии. Мне кажется, что сирень меня держит на плаву. Она мне не дает скиснуть. Она мне не дает вот размазаться. Сирень – это как раз то, что, что заряжает меня. Заряжает энергией на следующий год. Но потом что ж, она отцвела, страшного нет ничего. После сирени начинают цвести пионы, ирисы, потом лилейники, а потом начинается осенний сад, когда сад играет листвой. И получается, сад заканчивает свою работу, и сиреневый сад в том числе, он заканчивает работу только в октябре месяце, в конце октября. А там всего-то остается 4-5 месяцев до следующего сезона, до апреля. И вот за эти 4-5 месяцев мне надо разобрать семена, разобрать фотографии, поместить их все на сайт и, в общем-то, понять, что я сделала в этом году и какие планы на следующий год. Времени в обрез всегда. Одна из интереснейших сиреней – это красавица Москвы. Ее тоже я приобрела по случаю. Покупала один сорт, а получилось, что это как раз та сирень, за которой я очень серьезно охотилась. Купила кота в мешке. Образовался этот кот, оформился только на 5-6 год. И вот сейчас она растет у меня в спирали и радует всех. У меня было еще 4 сирени красавицы Москвы, но это были прививки. И они, к сожалению, в течение 10 лет только живут. Погибли. Привой и подвой, они не совмещаются надолго. Поэтому, если корни собственные, она может прожить до 100 лет. Пусть она будет старенькая, дряхлая, с таким вот узловатым стволом, но она все равно будет цвести и давать поросль. Можно всегда омолодить куст, срезать ее совсем. И она через год-два будет все равно давать спящие почки, пойдут от корня. И сирень воспроизведет сама себя. Никаких секретов или особых технологий в выращивании и уходе за кустами сирени у Людмилы Красноперовой нет. Кроме, пожалуй, одного – она делает все с любовью. Думается, что именно это качество позволит ей воплотить в жизнь еще много интересного. Ой, задумки они есть всегда, потому что я считаю все-таки, что сиреневый сад я уже реализовала в своей мечте, в задумке в своей сиреневый сад я реализовала. Хотела спираль, вот она спираль сделана. Я ее продолжаю. Сколько я могу продолжить на своей территории? 2 витка, не больше. Это можно делать постепенно. 5, 6, 10 растений в год, не больше, потому что дальше нет места.
на этом участке. А дальше дорога. Если бы не было дороги, можно было бы занимать и там. И поэтому я еще решила для себя одну лебединую песню спеть. Это «Песочные часы». Сделать на газоне, у меня есть газон 11 на 18 метров. И вот там я сделала силуэт песочных часов. Вот на самих часах будет газон, а по краям у песочных часов будет белый цветник. Вернее, не белый цветник, а цветник в белых тонах. И вот это моя задумка на ближайшие 5 лет. Вот уже 2 года я пытаюсь подобрать эти растения, но это не так просто. И если кто-то говорит, что большой цветник, какой-то вот такой проект можно сделать быстро, не верьте. По той простой причине, что растения в раз не подберешь. И очень часто растения, которые ты хочешь посадить, они ведут в одном месте себя так, в другом эдак.